Джайрасский район, жемчужина Кавказа. С каждым годом в горной части Ингушетии появляются новые современные объекты социальной отрасли, соседствующие с древними башнями. Так, в 2015 году здесь состоялось открытие первого для Джайрасского района физкультурно-оздоровительного комплекса. В данное время 4 секции. Секция бокса, секция дзюдо, секция вольной борьбы и секция скалолазания. Детей у нас около, от 200 до 300 детей у нас это занимается, функционирует. У нас просто единственная, Исмаил, школа односменка, и поэтому 3 часа только заканчивают дети. И приходится вот так график выбирать оттуда с 4 до 6, как бы младшая группа, с 6 до 8 старшая группа. Так, села взрослые ребята тоже до 9 приходят, тоже отдельно там для себя тренируются ребята тоже, взрослые. А так, до 18 лет у нас это с тренерами тренируются. Со всех сел, как бы сказать, у нас очень трудно выезжать, но все равно с Гули, например, с Альгети родители сами несколько там между собой как бы делятся и по очереди вывозят своих сыновей сюда. Есть такие моменты, с села Лежги, Сарамхи, оттуда. Они по очереди, как бы родители между собой договариваются и на машинах возят. Просто у нас единственная проблема в том, что у нас пока в данное время нету транспорта, чтобы увозить их оттуда была, чуть-чуть, нам бы не помешало чуть-чуть спонсорской помощи, чтобы на сборы вывозить детей на день борьбы, например, туда, в Назрань, чтобы разнообразие было, потому что человек здесь привыкает друг к другу, и когда он туда на соревнования едет, уже теряется очень сильно. И чтобы вывозить, небольшая спонсорская помощь, это хотя бы в виде транспорта, что-нибудь такое. А так мы справляемся своими силами. Бывает на соревнования ездим вместе. У нас даже в прошлом году, например, по боксу наш пацан отсюда занял первое место в Карачаево-Черкесии. В новом ФОКе могут заниматься жители со всех сел Джайрасского района, а у местных школьников появилась современная спортивная база для уроков по физической культуре. Комплекс построили неподалеку от школы и детского сада. Пропускная способность ФОКа 60 человек в день. В нем функционирует секция дзюдо, бокса, вольной борьбы и других видов спорта.
нашего зала на высоте около 1200 метров над уровнем моря находится. Это, конечно, очень сильно влияет на выносливость спортсменов. Безусловно, когда к нам даже в гости приезжают именитые спортсмены, профессионалы своего дела, они это даже чувствуют, потому что в этих условиях они испытывают недостаток воздуха, все это такое. Это очень важно для спортсменов. Именно из-за того, чтобы сделать недостаток воздуха, спортсмены используют специальные маски, которые разрабатываются учеными. А здесь это можно как бы в естественных условиях все это сделать. Бокс, борьба и дзюдо – именно эти виды единоборств, которые пользуются большой популярностью среди ингушской молодежи. В отличие от других видов спорта, дзюдо выделяется меньшим применением физической силы при выполнении приемов и большим разнообразием технико-тактических действий. А после яркой победы Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио наблюдается большой поток детей, которые только начинают спортивный путь. Этот вид спорта самый лучший. Я ходил этот вид спорта уже второй год. И поэтому с тех пор я люблю этот спорт. Но участвовал в Назране, центр Камази. Там первые места заработали, пришли. Еще одно соревнование было, у нас приехали из Назрани. Ну, там я не выиграл уже. Хочу добиться успеха. Хочу победить, как Хасан Халмурзаев, заниматься спортом дзюдо. А в боксерском ринге Джейрасского фока с детьми работает опытный тренер Магомед Ильянов. Бокс называют тяжелыми шахматами. Выходя на поединок, спортсмену необходимо следовать грамотной тактике и учитывать каждый шаг своего соперника. Немаловажное значение в боксе имеет и выносливость. А тренировки в горной части Ингушетии – это идеальный вариант, чтобы максимально улучшить этот аспект. Само построение тренировочного процесса имеет очень большое значение. Но здесь у нас все правильно, выкладывается, работают, справляются. Изначально не могли. Меня удивило, что горные вроде бы должны быть выносливы по определению. Все-таки регион горный. Но было совсем все наоборот, диаметрально противоположное ощущение ощутил. С выносливостью, с координацией очень сложно. Дети здесь, вы же село видели, на выступах все живут. То есть площадки нет для того, чтобы даже в футбол играть. Мяч улетит куда-то. Школа, дом, школа, дом, школа, дом. Все занятия. С координацией большие были проблемы. Ну, видимо, за счет знаний там биомеханики и прочих других там опыта. Вроде их скоординировал, вроде нормально. Помимо единоборств, здесь недавно начали развивать один из самых экстремальных видов спорта – альпинизм. На установку скалодрома в Джейрасском фоке потребовалось 3 недели. Совместная работа сотрудников местного подразделения МЧС и администрации района позволит подготовить спортсменов самой высокой квалификации. На сегодняшний день это самый высокий закрытый скалодром в республике.
2 чемпионата на территории района проходило и по скайранингу. В этих чемпионатах дети района заняли призовые места. Ну и мы посчитали, что этот скалодром нам поможет там, в принципе, вырастить своих чемпионов, своих представителей альпинизма и занятость детей, новый вид спорта. Кто-то будет, мы сейчас полностью начали именно в этом ФОКе современную систему сигнализации, установили новую систему видеонаблюдения. Стараемся максимально вовлечь детей именно со всего района, чтобы они занимались. По окончанию установки скалодромов в комплексе уже начали проводить открытые уроки по скалолазанию. Под чутким руководством тренера покорить 9-метровые вершины смогли более 30 детей. В спорткомплексе оборудован универсальный зал для игровых видов спорта, а также тренерские, раздевалки, душевые и административные помещения. К слову, здесь созданы все необходимые условия, чтобы дети с комфортом смогли заниматься любимым видом спорта. Персонал у нас очень отличный, начиная с уборщицы, кончая охраной. Очень такие, в горах люди дружелюбные, вот они у нас такие ответственные, относятся к своей работе очень хорошо. И тренерский коллектив дружный очень между собой. Когда соревнования или что, независимо, там вольная борьба, дзюдо, или все вместе собираются и проводят свои мероприятия, чтобы не было никаких этих проблем. Если говорить про условия, вот насколько комфортные условия созданы? Условия здесь есть места, например, 2 комнаты здесь для спортсменов, в то время еще сделали сразу. Для ММшников наших ребят, чтобы приезжали, чтобы на сборах. Так, вода очень хорошая, чуть-чуть были у нас раньше проблемы, мы уже наладили этот вопрос. Все, в основном, что необходимо для спортсменов, для детей, все есть. Чтобы проводить сборы для большинства спортсменов, это очень мало. Мы бы хотели на самом деле, единственный ФОК, природа, все здесь развитие для спортсменов очень хорошо было бы, даже скидка веса, даже вот когда нужно спортсмену скинуть вес, вот были здесь спортсмены наши, снимали, все очень благоприятно влияет, это природа, воздух, все на них. Хорошо было бы небольшой, как гостевой домик типа такого, чисто для сборов спортсменов здесь построить недалеко, чтобы хотя бы даже пробежкой, чтобы до ФОКа дойти и позаниматься, и обратно, чтобы бассейн был, что-то такое. В Локе у нас есть бассейн, и все, но далеко, по-любому, что не говори, 4-5 километров, добираться, перебираться, это тоже время, уходит же.
если вот поблизости было бы, очень хорошо было бы. В преддверии турниров по смешанным боевым единоборствам физкультурно-оздоровительный комплекс Джарасского района заполняется бойцами. Сборы в горной местности – это идеальный вариант, чтобы пройти акклиматизацию и должным образом подготовиться к соревнованиям. Несмотря на то, что спорткомплекс начал функционировать относительно недавно, руководство ФОКа ставит перед собой амбициозные цели – воспитать не одно поколение чемпионов. Весной сейчас будут и соревнования, будут и по скалолазанию, по всем видам спорта. Хотим разные праздничные мероприятия, посвященным проводить мероприятия, вывозить тоже будем на соревнования. По-любому мы иногда добиваемся там со школы и газели, и вывозим, когда бывает соревнования, группы ребят вывозим. И планируем в дальнейшем побольше развиваться, чтобы дети развивались и развивались. И вот у нас сейчас хотим по скалолазанию скоро будут у нас соревнования республиканские. И, надеюсь, будут результаты хорошие. Мы видим, что каждый год в республике открываются новые спортивные объекты, мотивируют молодежь, прививает ребятам интерес к здоровому образу жизни. И как следствие, с каждым днем спортивные залы все больше и больше заполняются молодыми ребятами. Ответственное отношение к своему делу и желание спортсменов добиться больших высот убеждает нас в том, что ингушский флаг еще не раз будет поднят на соревнованиях мирового масштаба и, конечно же, на Олимпийских играх.